Вы смотрите новости, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. 2021 – это год здоровья в Чурапчинском улусе. Какие проблемы стоят перед медициной наиболее остро? В рамках празднования Дня Мегина Кангаласского улуса прошло возложение цветов к памятнику первого якутского академика Владимира Ларионова. В Горном районе будет реализована программа, направленная на повышение уровня жизни и благосостояния семей, занимающихся сельским хозяйством. В селе Верхневилюйск сегодня состоялось торжественное открытие здания аэропорта после реконструкции, проведенной в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. С открытием аэропортового комплекса после модернизации жителей Верхневилюйского улуса поздравил глава Якутии Айсен Николаев. Реконструкцию аэропорта провели по проекту развития региональных аэропортов и маршрутов комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. В этом году завершится реконструкция аэропорта комплексов Алекминска и Жиганска, а в 2022 году городов Нерюнгри, Вилюйск и селах Сунтар, Белая гора, Депутатский и Хандыга. По комплексному плану модернизации инфраструктуры у нас в республике реконструируются, строятся, модернизируются 16 аэропортов. И сегодня первым из них вот как раз создано здание аэропорта села Верхневилюйск. Это очень важное событие для сельского улуса. Конечно же, то, что здание построено в установленные сроки, отвечает всем требованиям, начиная от наличия здравпункта, заканчивая спецпомещениями. Также глава Якутии Айсен Николаев посетил Верхневилюйскую центральную библиотеку, которая в этом году отмечает 85-летие со дня образования. В настоящее время книжный фонд библиотеки насчитывает свыше 51 тысячи книг. Библиотека обслуживает взрослое население села Верхневилюйск и через 21 филиал жителей 24 населенных пунктов улуса. Глава Якутии в рамках участия в общероссийской акции «Дарите книги с любовью» пополнил фонд Верхневилюйской центральной библиотеки подарочным изданием пятитомника о Великой Отечественной войне, а также вручил сертификат на приобретение 100 книг. Айсен Николаев призвал жителей республики присоединиться к этой доброй акции, чтобы библиотечные сети продолжали служить светочем культурной жизни района. Конечно, все многое здесь изменилось, но вот дух любви к книге здесь остался. Он здесь витает в воздухе. Прекрасный здесь коллектив. Уверен, что наши библиотеки и в районах, и в городах, они, конечно же, должны в современных условиях распространения инфокоммуникационных технологий переформатироваться, трансформироваться и стать такими центрами культурного влияния. В хорошем смысле это очень важно. И вот на примере Верхневилюйской библиотеки могу сказать, что это удается. Вот. И я сам с удовольствием из своей личной библиотеки привез, подарил книгу, памятное издание о Великой Победе. А в селе Хараялах Верхневилюйского улуса сегодня состоялось торжественное открытие нового двухэтажного здания спортивного зала, построенного в рамках общероссийского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке». С радостным событием жителей села поздравил Илдархан Айсен Николаев. Он отметил, что новый объект стал 1141-м в республике, возведенным в рамках движения добрых дел. Это показывает инициативность людей и их ответственность за развитие своих населенных пунктов. Глава республики подарил наследию сертификат на приобретение спортивного инвентаря. Глава муниципального района Владимир Паскачин, поздравляя жителей Наслега, отметил значимость открытия спортивного зала в день рождения улуса и высокое качество объекта. Пожелал новых достижений в спорте, новых имен, которые прославят улус и республику на соревнованиях самого высокого уровня. В Чурапчинском улусе 2021 год объявлен годом здоровья. Одним из острых проблем, как и в республике, так и в улусе, стоит рост онкологических заболеваний среди населения. В данное время на учете состоит около 180 человек с коварным заболеванием. В день борьбы с раком прошли обследование 105 человек с целью выявления и предотвращения онкологических болезней. Недавно в улусной центральной больнице имени Прокопия Сокольникова открыли кабинет онкоскрининга. В дальнейшем стоит цель приобретения аппарата компьютерной томографии. У нас проводится исследование на онкоцитологии женских мозгов. Потом с 2006 года проводится методом ИФА исследование на онкомаркеры. Среди них исследование на изменение поджелудочной железы, колоноректального рака, гепатоцеллюлярного рака. Так, исследование женской половой сферы тоже. И исследование на
изменение молочной железы. Сегодня землячество Мегино-Кангаласского улуса в день основания родного района возложили цветы к памятнику выдающегося ученого, доктора технических наук, первого якутского академика Владимира Ларионова. Сегодня отмечается 83-летие со дня рождения ученого. Присутствующие помянули знаменитого земляка добрым словом, отметили вклад в развитие науки в республике. Владимир Ларионов в 1970 году создал Институт физико-технических проблем Севера, который является одним из крупных научных центров на северо-востоке страны. Академик одним из первых разработал технологические сварочные процессы в производстве. За это ему присудили премию Совета министров Советского Союза. Мы здесь собрались, чтобы отметить день рождения Мегино-Кангаласского улуса. И в этот день как раз совпадает с датой рождения нашего академика, земляка Владимира Петровича Ларионова. Его заслуги оценивают как бы сравнивая с Михаилом Васильевичем Ломоносовым, то, что он сделал для России, вот Владимир Петрович то же самое сделал для Республики Саха-Якутия. Полевой сезон 2020 года для археологов Арктического научно-исследовательского центра прошел плодотворно. Основные раскопки прошли в центре Якутска по соседству с Национальным художественным музеем по улице Ярославского. Раскопки являются уникальными по масштабности. Таких в столице еще не проводилось. По итогам археологических работ удалось найти свыше 2000 различных артефактов, датируемых 18-19 веками. Многие из них также вошли в разряд уникальных, так как найдены впервые в истории региона. Ульяна Шагина посмотрела находки археологов. Пустырь на улице Ярославского уже запланирован под строительство нового здания арбитражного суда. В 17 веке на этом месте находился так называемый Головинский острог. Вполне возможно, что часть найденных экспонатов как раз-таки будет относиться к этому времени. Между тем, этот район всегда заселяли зажиточные горожане. И неудивительно, найденные артефакты говорят сами за себя. Предмет личной гигиены, выполненный из кости, это вот костяные зубные щетки. Они имели при жизни, скажем так, щетину. Здесь вот, из свиная щетина обычно вставлялась. И вот здесь с торцовой части мы видим, есть такие специальные запирательные отверстия, при помощи которых вот вставлялись такие костяные стерженьки, которые эту щетину здесь распирали, закрепляли, и она благодаря этому держалась. Здесь можно увидеть всего лишь малую часть того, что удалось раскопать в течение 3 месяцев археологических работ. Всего же археологам удалось найти более 2000 различных экспонатов. И один из самых интересных, наверное, на наш взгляд, это ядро артиллерийской пищали, датируемый 18 веком. Раскопки проводились в течение 3 месяцев на 300 квадратных метрах площади. Удивительно, что, несмотря на небольшой масштаб, удалось найти несколько тысяч исторических ценностей. Их могло бы быть и больше, если бы не сложные условия работы. Если говорить о верхних горизонтах, то это, конечно, такая забытовка строительным мусором. Потом следующий сюрприз, который осложнил нам некоторым образом работу, это то, что у нас второй раскоп, самый большой раскоп, вообще у нас было 2 раскопа, а второй раскоп у нас оказался почти полностью занят окладом жилого дома конца 19-го, начала 20 века постройки. Его не могли сломать, да? Мы должны были его тщательно зачистить, все детали сфотографировать, зафиксировать, зарисовать. Бесценным опытом прошедшие раскопки послужили для начинающего молодого археолога Алексея Ягловского. Артефакты находились каждый день. Главная задача – рассмотреть их в груди мусора и грязи. Кухонные отходы – это основные находки. Кости повсюду, кости. И бац, ты находишь что-то такое, оно блестит на солнышке, там с воды только что достал со льдами. Это монета. Кстати, найденным монетам позавидует любой нумизмат. Их найдено на несколько альбомов. Самая ранняя – проволочная монета из серебра со штампом имени Петра I. Сегодня задача археолога – все найденные материалы обработать, почистить, что-то восстановить и обязательно показать горожанам, чтобы к прошлому столицы смог прикоснуться каждый. Ульяна Шагина, Чулус Накентьев, Якутск.
Быстрое повышение уровня доходов семьи можно достичь путем развития скороспелых отраслей животноводства. К такому решению пришло руководство Горного района. Опыт взят с примера Намского района. Целью настоящей программы является повышение уровня жизни и благосостояния, занятости и самозанятости семей, создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, а также расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В программе могут участвовать все жители, в том числе крестьянские хозяйства. В этом году у нас будет реализоваться программа поддержки семейной экономики. В рамках этой программы у нас будут субсидироваться части затрат населения за приобретение скороспелых животных, то есть цыплят, куриц, несушек и поросят. Субсидия будет в размере 40% от стоимости животных. В данное время мы собираем заявки от населения, то есть с лета уже с мая и с июня месяца уже будут поставляться животные. IT-центр Хангаласского улуса выпустил мобильное приложение для прослушивания якутских песен и радиостанций. Оно называется Skylark Music. Его разработали по примеру таких популярных музыкальных сервисов, как Apple Music, Яндекс.Музыка. Подробности расскажет Виолетта Засимова. Мобильное приложение Skylark Music разрабатывали в целях популяризации якутской музыки и якутского языка в целом. Работа над ним велась в течение полугода. Слово Skylark в названии приложения переводится как «жаворонок». Приложение уже рабочее, оно доступно на Play Market пока. В скором времени ожидается выход на iOS, на iPhone, да? Сейчас музыкальная библиотека приложения состоит из более чем 4000 песен на якутском языке. Каждую песню можно загрузить в свой плейлист и слушать в офлайн режиме. Также пользователи могут прослушивать такие радиостанции, как Т-Тим, Виктория, Европа Плюс и так далее. Приложение платное, стоимость ежемесячной подписки 99 рублей. Но у него есть пробный период 14 дней. То есть пользователи могут сначала пробно послушать 2 недели, а затем по истечении этого тестового периода они уже оплачивают подписку. Все песни в приложении являются оригинальными, загружаются из открытых источников, а также по желанию и просьбе самих исполнителей. Все права защищены, действует договор оферты. Мы хотим именно самодеятельных композиторов и музыкантов, певцов пригласить, чтобы они отправили нам свои песни и уже вышли в ротацию. Музыкальное приложение Skylark Music будет постоянно обновляться по мере добавления новых песен и радиостанций. Ожидается, что пользователям будут доступны улусные онлайн-радиостанции. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. И к этому часу пока все новости.